период стремительного развития страны туркменское ювелирное искусство получило широкие возможности для поднятия. Обращаясь к истории этого ремесла, мы видим, что ювелирные украшения прочно вошли в быт, творчество, поверье народа. Сегодня украшения носят исключительно эстетическое предназначение. Они украшают нашу жизнь, наш быт. Мы ежедневно видим, как наши женщины носят эти украшения в обычной жизни и по торжественным случаям. Туркменское ювелирное искусство возрождено и достигает уровня высокого искусства. В специальном ювелирном цехе Центра ювелирных изделий «Зумерет» изготавливают из драгоценных и полудрагоценных металлов, то есть из золота и серебра, различные виды ювелирных изделий – медальоны, цепочки, серьги, кольца и браслеты, и с большим желанием принимают заказы от клиентов. Эти кадры были сняты в магазине «Тумар», расположенном в центре ювелирных изделий «Зумерет», расположенном в столице. Большая часть представленных здесь ювелирных украшений создана из драгоценных металлов и камней. В основном это прекрасные изящные комплекты. Здесь можно найти украшения на любой вкус и выбор. Кроме того, как видно на кадрах, здесь представлен широкий выбор женских брошей, браслетов и других украшений, которые носят наши женщины. Причем изделия выполнены как в национальном, так и в современном стиле. Будет очень интересным для всех узнать об особенностях национальных ювелирных украшений. Эти предметы быта занимали важное место в жизни женщин. По своему образу и предназначению украшения делились на группы. Туркменские ювелирные изделия являются неотъемлемой частью национального искусства туркменского народа. Культурное наследие нашего народа, переходя от поколения к поколению, не потеряло свою ни с чем не сравнимую красоту. Еще в древние века ювелиры, зергяры научились настолько виртуозно сочетать золото и серебро с драгоценными камнями, выработав не только традиции безупречного технического мастерства, но и непревзойденные по эстетическим качествам художественные каноны. В древности возникновению и развитию ювелирного искусства способствовало не только то, что они украшали людей, но также их особенные волшебные свойства, связанные с благоприятным воздействием металла на организм человека. Считалось, что ряд металлов способен благотворно влиять на физическое и духовное состояние человека. Собирая доступные исторические факты, можно прийти к выводу, что истоки этого таинственного ремесла уходят в глубину тысячелетий. В специальных профессиональных и высших учебных заведениях молодое поколение обучают технике изготовления украшений из серебра и золота. Каждый узор, каждый, даже небольшой элемент изделия вовлекает нас в свой таинственный мир. Украшенные чудесными творениями ювелиров женщины становились еще наряднее и красивее. В туркменском обществе они особо почитались, а джигиты стремились украсить разными украшениями своих верных друзей – скакунов. А сегодня не просто важно рассказывать людям историю этого ремесла, но и передавать его молодому поколению, растить новых талантливых ювелиров, изготавливающих изделия в национальном стиле. Зарубежные гости, приезжающие в нашу страну, всегда с большим интересом знакомятся с тем, что составляет наше культурное наследие, так бережно оберегаемое нашим народом. И среди этого наследия особое место занимают созданные руками талантливых ювелиров украшения.
Работы ювелиров, дающие вторую жизнь этому искусству, удостаиваются похвалы и почитания не только в нашей стране, но и за пределами государства. Отрадно, что искусство создания ювелирных украшений будет развиваться и популяризироваться во всем мире. В наши дни ювелирные украшения мастеров экспонируются на выставках во всем мире, знакомя общественность с наследием туркменского народа. Ювелирное искусство – это живописный мир, а ювелир – житель этой сказки. И основа этого мира зиждется на труде, таланте мастера. Уже сменилось несколько поколений мастеров, которые занимались этой профессией, на протяжении веков передавая из поколения в поколение это искусство и совершенствуя его кропотливо и с большим упорством, довели его до высокого уровня элегантности. Исключительное разнообразие композиций и художественной отделки, яркость и декоративность орнамента, своеобразие техники исполнения придают неповторимость каждому ювелирному изделию. Национальные традиции и обычаи, совершенствовавшиеся на протяжении столетий и уходящие своими корнями вглубь веков, привели к возникновению самобытной туркменской культуры и искусства. Наши женщины носили серьги в виде груши, ромба, креста, вишни. Эти серьги с тонкой застежкой украшались прекрасным сердоликом, который располагался в центре. Как и ковровые орнаменты, такие узоры в ювелирном искусстве имеют свои названия. Ювелиры давали браслетам по видам их зубцов. На юге страны, в Марысском вилаяте, ювелиры изготавливали браслеты с бубенцами на зубцах. Мастера изготавливали зубцы браслетов в соответствии с ярусами. К примеру, бубенцовые зубцы расставлялись на ярусах поочередно, а гребенчатые зубцы попарно или по 3 на каждом ярусе. Большое значение придавалось камню, которым было инкрустировано изделие. Например, сердолик приносит в дом счастье, оберегает от различных недугов, напастей. Сердолик очень часто использовали для инкрустации ювелирных изделий. Также туркменские ювелиры часто применяли бирюзу для украшения изделий. Этот камень, напоминающий небосвод, поднимает настроение и заряжает позитивной энергией. Глядя на эти украшения, еще раз убеждаешься в том, что это настоящее произведение искусства. Сердце наполняется огромным уважением к мастерам, чувством гордости от того, что древнее искусство наших предков нашло такое достойное продолжение в сегодняшние дни. Необходимо заметить, что ювелирным изделиям присущи национальные особенности и колорит. Они являются воплощением любви народа к родине. Двери производственно-торгового центра «Зумерет» всегда открыты для многочисленных покупателей. Став одним из популярных мест посещения среди народа, из центра почти никто не уходит без покупки. Здесь можно найти как классические образцы искусства, так и современные. Консультанты центра с большим вниманием и радушием встречают каждого покупателя.